ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В понедельник, 11 часов, детская площадка во дворах близ Ленина, 46. 19 июня около 18 часов здесь произошло ЧП. Конструкция одного из детских снарядов наподобие горки неожиданно дала сбой. Серьезную травму получила маленькая девочка. Ребенка доставили в Шудаяк, а затем и в Сыктывкар. Следственные органы инициировали расследование, а городадминистрация обязалась проверить детские сооружения муниципалитета. Площадка на Ленина, 46 работает с 2010 года. Ее обслуживанием занимается Ухта-спецавтодор. Ремонт производить глобальный мы не имеем права, вносить какие-то свои коррективы, конструктивы. Поэтому в этот год пришло в негодность 2 комплекса. Мы их демонтировали, потому что детям очень сложно объяснить, что лазить нельзя, хоть огораживай, хоть пиши. Родители периодически не смотрят. Поэтому их демонтировали. На данный момент вот одну спортивную площадочку и комплекс мы будем устанавливать. Далее будем закупать также через 44-й федеральный закон новые комплексы и устанавливать. Также произошло с горкой, на которой случилось ЧП. В июне 2018 года старую конструкцию демонтировали и поставили новую. Год все было нормально. Представители спецавтодора говорят, что проверяют конструкции еженедельно, да и сторожа на объекте регулярно осматривают окружение на предмет поломки. Однако ЧП случилось. Одна из возможных версий такая. В данном игровом комплексе всегда играет очень много детей. То есть он рассчитан тоже на какой-то определенный груз. Он не может поместить на себя 20 человек. Сейчас приходят детские лагеря, вот эти площадки, да, и по 15 человек висело на этой пирамиде. Сколько сторожа не подходили, не просили слезть, хотя бы там 3 человека, да, чтобы оставалось. Сами знаете, сейчас детям подходить нельзя, это сразу, там, что-то им говорить нельзя, это сразу вызывает агрессию у родителей, я могу сказать честно. Это вызывает агрессию у детей, которые также грубят, хамят. И вероятнее всего, что где-то произошло вот это, потому что днем, насколько я знаю информацию, как раз таки приходила такая площадка детская, вот именно 15 детей там было. То есть произошло провисание, видимо, какого-то троса. Если родитель сам заметил возможную неисправность, то может обратиться к сторожу или же напрямую в спецавтодор по телефону приемной 76 21 98. Уже обследованы еще 4 крупных общественных территорий с детскими площадками. Неполадки обнаружены на 2 из них. Например, определенный ремонт будет сделан на площадке по Зеленово. Сетка рабица будет по периметру, будем говорить, восстановлена, потом сетка на воротах, на хоккейных, на футбольных и на баскетбольных кольцах, вот тоже сетка. Покрытие пока не планируется, но тут каким образом, тут надо полностью все закрывать и делать, в этом году пока не планируется. По следам ЧП с девочкой республика потребовала от муниципалитета реестр так называемых плоскостных сооружений, это в том числе детские площадки. По линии спорта таких мест насчиталось порядка 300, сейчас собирают списки по другим сферам. Отдельный вопрос – небольшие детско-спортивные сооружения самых давних лет. У нас, да, конечно, есть еще те, которые были сделаны с советских времен. Это где-то на заводах. Ну, помните, раньше, да, завод как бы брал свою территорию закрепленную, у него были там свои дома, где там, да, они делали. На сегодняшний день эти площадки не, будем говорить, не сертифицированы, не законны, по большому счету. Если на них что-нибудь случится, то отвечать, найдут. Я думаю, что правоохранительные органы кого-то найдут, кто будет виновен. Но легче их просто демонтировать, убрать, чтобы как предмет, который могут привлечь здоровью, ущерб здоровью детей, подростков, может еще кого-то. Из хороших новостей. В этом году новое спортивное сооружение появится близ одной из школ города. Дедлайн до 1 ноября, но планируют открыть намного раньше. Мы участвуем в национальном проекте «Демография», в рамках которого муниципальное образование получило из федерального бюджета 3 миллиона рублей. И на стадионе школы 18 в этом году мы строим плоскостное сооружение, площадку на федеральные деньги 3 миллиона рублей, которая будет многофункциональной, включать комплексы ГТО. Что касается пострадавшей на площадке девочки, то администрация подтвердила, при необходимости муниципалитет готов оказать помощь, в том числе финансовую.